Начнем с улыбки. Новый день, чтобы притянуть к себе удачу, добра желать себе и всем, ведь это очень много значит. Приветствую вас на телеканалах национальной вещательной компании «Саха». Сегодня пятница, 22 ноября. Действительно, можно улыбаться. Сегодня последний рабочий день уходящей недели. И надеюсь, что в предстоящие выходные вам принесут только хорошее настроение. Что касается дня сегодняшнего, то сегодня у кого есть сыновья, вы можете их смело поздравить, потому что сегодня отмечается День сыновей. Кроме этого, профессиональный праздник сегодня отмечают и День психолога в нашей стране. Праздничный день хочется от души поблагодарить всех тех, кто связан с психологической службой, потому что к психологам относятся по-разному, но именно психологи помогают нам порой в самую трудную минуту и создают комфорт и уют в нашей душе. Также этот день, 22 ноября, считается антиподом Черной пятницы, днем отказа от покупок, когда покупатели полностью опустошают полки реальных и виртуальных магазинов, чаще всего ненужных вещей. День отказа от покупок, если смотреть в целом, положительно влияет на экологию и природное равновесие Земли. А чем меньше людей покупают, тем меньше производится товаров. Следовательно, расходуется меньше природных ресурсов и энергии. Ну а если день сегодняшний для вас что-то значит, у вас есть какая-то новость, событие или поздравление, не устаем напоминать наш студийный WhatsApp номер. Это 8 914 279 22 62. Вы можете отправлять на него свои сообщения. По возможности мы их зачитаем. Звонить туда не надо. Главное, ваше сообщение с вопросами. Кстати, у нас сегодня будут интересные гости. Это руководители образовательных учреждений. Также мы поговорим о подготовке сварщиков. И в завершении нашей программы к нам подойдет Василий Егоров, серебряный призер чемпионата России по боксу. И с ним мы поговорим о последних его достижениях и успехах. Поэтому, если у вас есть вопросы и к нашим гостям, вы тоже можете их скинуть на наш студийный номер. Ну а теперь знакомимся с прогнозом погоды на сегодня. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 23, минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 22-25 градусов, а в Заречье утром минус 23, минус 33, днем минус 22, минус 30 градусов. В южных минус 26, минус 27 утром, днем минус 24, минус 25 градусов. В Вилюйских минус 27, минус 38 утром, днем минус 27, минус 28. В Нижнеленских минус 30, минус 38 утром, днем минус 31, минус 35. В Западных минус 24, минус 37, днем минус 22, минус 30 градусов. В Калмыцдигирских минус 11, минус 22 утром, днем минус 7, минус 20. В Янских минус 18, минус 26 утром, днем минус 18, минус 23 градуса. На северо-западе минус 26, минус 43 утром, днем минус 24, минус 38 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 33 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 2,5 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 29, минус 31 градус. Да, действительно, сегодня почувствовалось, что температура воздуха в Якутске опустилась. Ну, допустим, у меня на телефоне, да, показывает, что уже далеко за минус 30. И это так ощущается бодро и свежо на улице. Кстати, первая наша новость, которую мы будем рассказывать, как раз связана с морозиной. Да, обычная дорога стала похожа на путь в волшебное зимнее королевство. Сейчас вы видите на своих экранах. Оно может показаться, что на этом видеоролике мы видим отрывок из волшебной сказки
Так и кажется, что дорога сейчас приведет нас в чудесное зимнее королевство. Однако это не так. Кадры, они реальные, сняты в провинции Цзилинь, что в Китае. Благодаря измороси пейзажи в этой местности стали выглядеть фантастически. Многие зрители оценили видеоролик и добавили, что чудеса природы отличаются богатым разнообразием. И всегда можно стать героем сказки, если уметь оглядываться по сторонам и отмечать красоту вокруг себя. Не могу не пошутить, да, когда ты говорила про то, что мы ожидали, что она приведет какое-то зимнее королевство, я все подумал, а вот так вот в конце потом выяснится, что дорога ведет на городскую свалку, например. Там Красиво свалка была, будет. что ли? Не исключено, кстати. Там я видел этот ролик в сюжете в Инстаграме, и там комментарии были разные. Кстати. Да, а мне кажется, эта дорога бесконечно такая красивая. Да, на самом деле изморозь скоро и появится в Якутии, потому что она как раз у нас вот в такой промежуток времени, когда от минус 40 до минус 35 температура колеблется. И, кстати, зимнюю сказку можно повстречать и у нас, особенно если отправиться даже вот ближайший Да, мне кажется, вот такая красота как раз-таки только у нас в Якутии. И в Китае, 9, и все 9 месяцев. Да. Значит, мы продолжаем еще делиться интересными новостями. Теперь новости из Японии. На работу с домашними питомцами. Ну, сейчас все зоозащитники и любители домашних питомцев будут радоваться, потому что, например, в Японии начали массово брать с собой на работу домашних животных, чтобы преодолевать стресс. Животные каждый день ездят на работу вместе со своими хозяевами, а некоторые из четвероногих даже поселились в офисе. Вот ходят, пакостят там. Не знаю, какой стресс они снимают, по-моему, они там стресс еще могут дополнительно и создавать, особенно для тех, кто убирает там все. Но говорят, что эффективность работы повышается у работников. Рабочие только, да. заметили, что после нескольких недель работы бок о бок с пушистыми товарищами атмосфера в коллективе становится приятнее. Более того, даже доходы в дружественных животных компаниях растут. А если же кто-то из офис-менеджеров решит взять в дом четвероногого беспризорного и ухаживать за ним, даже получит бонус от компании, ежемесячную премию $45. Ну, это, скорее всего, на вискас или педигри. Ну, все или равно еще же что-нибудь. приятно, это же стимулирует. Мне кажется, в окружении домашних животных действительно повышается рабочий настрой. Давай сюда алабая притащим в Давай, следующий раз. давай. Вот сюда алабайчика. Они, кстати, очень добрые. Да? Да. Ну, я там где-нибудь постою потом. Я знакома со многими алабаями, так что не шучу. Пауки, кокосы и Пикачу. Пользователи спорят, на что похож новый iPhone. Среди 3 представителей моделей iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max наибольшее впечатление на публику произвел последний. Телефон получил целых 3 задних камеры, внешний вид которых очень развеселил пользователей, подарив им массу поводов для приколов. Многие шутники предположили, что в будущем количество камер на смартфонах Apple будут только увеличиваться. Вокруг этой мысли и появилось немало фотожаб, так называемых. Но больше всего люди захватили попытки сравнить визуальную схожесть 3 камер смартфона с другими объектами реального и виртуального мира. Например, с кокосами, пауками, кухонными конфорками и даже персонажами из мультфильмов. Если честно, мне такое впечатление, что так оно и будет, да? Потому что вот количество камер, вот, самая правда. Самое то, да? Да, ну, а все люди iPhone говорят, что 21 боятся Pro. камер, а все наоборот, все больше и больше и больше их делают. Ну, техника идет вперед, правда, я не знаю, какой чехол тогда под него будут побирать. Это как швейцарский сыр, видимо, будет такой чпок Да, и весь действительно. дырчатый. Ну, у людей такая богатая фантазия. Я, если честно, на 3 этих камерах ничего. Не, ну есть же и китайские, Ни с где чем там не 4-5 уже вот прямо такие в ряд выстроены. Ну, не знаю, ну кому-то нравится, в общем, это на любителя, но одно могу сказать точно. Если ты хочешь iPhone 11, Да. то нужно кое-что сделать. Да, А вот что? 31 декабря включить телеканалы нашей национальной вещательной компании, где вас будет ждать традиционный праздничный эфир, на котором мы вам подарим не только хорошее новогоднее настроение, но и очень приятные, ценные призы
призы, такие как Hyundai Solaris, это целых 2 автомобиля, мотоциклы Регулмота, трактор Ксинтай, 11 айфоны, как мы уже сказали, охотничьи ружья МР-155, бытовая техника, ювелирные украшения, а также денежные призы 50 тысяч и 100 тысяч. Приобрести магниты вы можете, вот как раз таки видите на экране, вы можете их приобрести по адресу Орджоникидзе 48 на первом этаже нашей компании. Ну вот, приоткрою завесу тайны, Катя уже сидела в одном из этих автомобилей, так сказать, пропиталась духом Hyundai. Да. Очень понравилось. Ей очень понравилось, да, сидеть в Солярисе, она такой захотела. Поэтому она уже купила 155 тысяч магнитов. Успевайте, иначе ничего не останется. Да, мы продолжаем. Напомним, глава Якутии Айсен Николаев 20 ноября подписал указ о патриотическом воспитании в школах. Новый проект «Мы – будущее России» будет направлен на детей и молодежь. Да, новый проект, он объединит усилия педагогов, представителей общественных организаций, деятелей науки и культуры, а также государства. Его главная цель – это помочь школьникам, молодежи вырасти гармонично развитыми личностями, настоящими патриотами, социально ответственными и готовыми развивать и работать на благо своей семьи, общества и страны. По мнению властей, общество должно не только давать ребенку базовые школьные знания, но и задавать траекторию в жизненном пути, наполнять ее нравственными ценностями. Реализация проекта «Мы – будущее России» будет подразумевать создание новой модели организации сотрудничества государства, науки, общественных институтов и граждан в воспитании личности, цифровых ресурсов и социально значимого контента, поддержку инновационных форм ориентационной работы и профессионального развития. Одно из начинаний, предусмотренных проектом, это ввести в якутских школах обычай ежедневно исполнять гимн России. Также в 2020 году в республике собираются провести гражданско-патриотический форум «Наше будущее в России». Приглашение на участие, в котором получат представители общественных организаций из многих регионов нашей страны. Вот честно, в интернете, в социальных сетях прямо бурное обсуждение этого указа идет, да, причем разное мнение идет, как положительное, где-то отрицательное, но все понимают, вот даже те, кто такие основные критиканы, что в любом случае патриотические чувства как-то нужно прививать, да, но можно это разными путями делать. Ну вот, кстати, исполнение гимна, вчера Айсен Сергеевич тоже в социальных сетях дал четкий ответ. Не обязательно его именно петь, да, просто можно послушать, причем версию можно послушать как полную, так и короткую, которая длится 1,5 минуты, и не обязательно там прямо вот так вот соблюдать все четко, как некоторые это преподнесли. Вот тоже с этим. А так, я считаю, идея-то правильная. Идея, по-моему, отличная, да. Я, например, гимн России знаю наизусть. Молодец. Вот, отлично. Так что можешь присоединиться. Я знаю, что ты любишь петь. Вот, кстати, теперь про школу. Опять же, возвращаемся. В школе не только нужно теперь выучить гимн, но еще и знания свои, те, которые есть, восполнять. А их можно восполнить, например, благодаря нашей школьной рубрике, которую мы посмотрим прямо сейчас. Кто написал роман «Герои нашего времени»? Михаил Юрьевич Лермонтов, Лев Николаевич Толстой или Николай Васильевич Гоголь? Толстой. Толстой, наверное. Лермонтов. Лермонтов. Лермонтов, по-моему, был. Лермонтов. «Герой нашего времени» написал Лермонтов Михаил Юрьевич. Чему равно отношение пути ко времени? Это скорость или расстояние? Расстояние? Расстояние, наверное. Расстояние. Скорость. 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 Ко времени, скорее всего, скорость. На территории России находится полюс холода северного полушария. Где находится? Новосибирские острова. На севере. Аймекон. Аймекон, наверное. Аймекон. Аймекон. В Аймеконе. В Аймеконе?
3 плюс 3 умноженное на 3. 3 плюс 3 умноженное на 3. 6, 18. 32. 3 плюс 3 умноженное на 3. 18. 12. И 12. Так, 12. 12. Каких животных взял Моисей в свой ковчег? Каждая тварь по паре. Собачки, наверное. Мне кажется, всех животных, которые живут на земном шаре. Ну, лошадь, свинья, курица. Корову, собаку, я не знаю. Ну, всех. Это Ноя был. Ноев ковчег же. Это Моисей, это, по-моему, я не помню, кто это. Пророк. Ага. Это Моисей, он не брал там, короче, животных. Что измеряют в кельвинах? Силу тока, температуру или мощность? Ничего из этого. Ток, не знаю. Ток, наверное. Мощность, скорее всего. Силу тока. Температура. Температура. Почему в природе белые медведи не едят пингвинов? Ой, я не знаю. Белые медведи не едят пингвинов? Не знаю. Потому что они не летят. Потому что они не общаются. Ну, у них в организме что-то есть, наверное. Чего нельзя, да. Они рыбу, тюлени кушают. Пингвины там не живут. А разных полушариях живут. Они на разных полюсах находятся. А я вот хочу, Кать, тебе задать вопрос. Мне вот одна хорошая знакомая скинула олимпиаду по разным видам предметов, по математике, видимо, да, для учеников 1 класса. Так. И там вот был вопрос такой, значит, на сосне растет 10 шишек, а на дубе на 5 меньше. Сколько растет шишек на дубе? На дубе? На дубе том. Не знаю, честно. 10 и 5. А если подумать? Не знаю. Вот ты меня так подставляешь, а до эфира совсем другой вопрос задал. Ну, на самом деле, Катя знает правильный ответ, просто прикидывается, 0 растет. Почему? Потому что на дубе не растут шишки, там растут желуди. Вот и все. Видишь, как просто. Знала же. Не знала. Да. У нас на очереди наша рубрика постоянная, ежедневная вакансии. Требуется мастер дорожный, прораб участка строительства и эксплуатации дорог, высшее образование, работа с в дорожном пилотном в зимний период, контроль и обслуживание спецтехники без вредных привычек, социальный пакет в соответствии с ТК РФ, заработная плата 110 тысяч рублей. Требуется менеджер 3-й категории по закупкам, работоспособность, тактичность, внимательность, наличие медицинского осмотра, опыт работы в аналогичной должности. Заработная плата 28 тысяч рублей. И последняя вакансия на сегодня. Требуется дорожный мастер. Образование по профилю не ниже среднего. Опыт работы дорожным мастером обязателен. Без вредных привычек. Заработная плата 48 тысяч рублей. Ну вот, видимо, все, что связано с дорогами, достаточно серьезно оплачивается. Я там видел уровни зарплаты 100 тысяч и 50 тысяч. Это ведь на самом деле это все может быть гораздо больше. Ну а мы продолжаем дальше с нашей интересной рубрикой, которую подготовила Катя, я так понимаю, да? Да, слава пришла к нему не сразу. Айвазовский не брал его в ученики. Академия художеств не принимала даже вольнослушателей. Однако он стал одним из самых известных художников эпохи. Его полотна покупали коллекционеры и члены императорской семьи, а на выставках выстраивались очереди. Архип Куинджи – герой нашей рубрики «Муза и музей». Архип Иванович Куинджи.
необычайный мастер, живописец второй половины XIX века. Его называли художником света, и неспроста. Виной тому его такая невероятная передача тонких световых потоков. Художник Рамской говорил, что до Куинджи никто не знал, какие цвета дополняют и усиливают друг друга. Именно Куинджи был таким новатором в цвете и свете. У него была очень крепкая дружба с химиком Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Конечно, у них были разговоры о том, может быть, какие-то химические элементы надо соединять с краской, чтобы добиваться такого эффекта в живописи. И Архип Иванович, он был экспериментатором, он был самородком в этом деле. Он добивался света в своих красках, он сам смешивал их и искал такой прием, чтобы они были долговечны. Менделеев познакомил его с кругом ученых и познакомил его с физиком, выдающимся Федором Петрушевским, который тоже занимался разработкой живописных эффектов. Ему это тоже было интересно. И у него в университете был такой специальный прибор чувствительности глаза к живописным эффектам. И вот собирались во дворе художники-передвижники и устраивали такие показы, у кого какая картина и у кого как глаз реагирует на цвет в картине. И, конечно же, самым первым был Архип Иванович Куинджи. А у других художников, ну, как писали, до смеха были очень груба чувствительность. В этом весь Архип Иванович. Вот его такой южный темперамент, его детская такая насмотренность югом, да, его жизнерадостность. Вообще его кредо — это показать радость жизни в своих картинах. И сейчас мы можем смотреть на эти картины, любоваться природой, радоваться жизни и, наверное, даже умиротворяться. И любоваться, конечно же, именно в его картинах свечением или лунным, или солнечным. А мы продолжаем. Наш студийный номер продолжает работать. 8-914-279-22-62. Запишите в ваши смартфоны как новый день, возможность поздравить. И вот нас поздравляют с добрым утром. И всех жителей Устьянского улуса. А особенно да, медицинских работников. Поздравляем. Ну, это из вас. Устьянского улуса медицинских работников. Но Интересно. поздравляют из Якутска. А что за праздник? Просто, видимо, ну, психологи медицинские тоже есть. Вот у нас же день психолога сегодня. Когда откроется переправа Хатас-Павловск? Ориентировочная дата открытия, которая была объявлена, это 25-26 ноября. Работы уже проводятся на данной переправе. И мы продолжаем. У нас на очереди гости. Да, гость Оксана Бутакова, директор Ленского технологического техникума. Поговорим о подготовке кадров в Ленске для очень важных мегапроектов, которые реализуются на территории Якутии. Доброе утро, Оксана. Доброе утро. Ну, на кого готовите кадры? С 1972 года в городе Ленске ведет свою образовательную деятельность и готовит кадры по востребованным профессиям и специальностям Ленский технологический техникум. С 2016 года путем присоединения филиал Пеледуйский лицей стал нашим филиалом. На сегодняшний день контингент нашего техникума составляет 472 человека, в филиале Пеледуйском обучается 150 человек. По каким направлениям мы работаем? Перед нами республика поставила очень большие глобальные задачи обучения для нефтегазовых предприятий, потому что в основном крупные предприятия сосредоточены в Ленском районе. За последние 3 года нами было открыто такие профессии, как бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин, мастер магистральных трубопроводов, слесарь широкого профиля. Это такие профессии очень востребованы
по которым ведется и подготовка, и переподготовка. Мы ведем подготовку по 18 направлениям для промышленности. Это такие направления, как транспортировка, переработка нефти и газа, автотранспорт, энергетика. И по 10 направлениям ведем подготовку в филиале Передуйском. Ну, вот мы сейчас видим как раз на экране фотографии, я так понимаю, тут как раз студенты, которые учатся и, видимо, показывают свои навыки на WorldSkills. Да-да-да. А какие новые специальности вот открыли за ближайшее время? Потому что я видел там и новое оборудование для подготовки. Вот я повторяюсь еще раз, да, что мы открыли новые профессии и специальности. Это как раз в области нефти и газа. Потому что крупные компании сосредоточены именно в Ленинском районе. С нашими индустриальными партнерами являются такие крупные предприятия, как «Газпром», «Трансгаз», «Томск». Как раз о них хочется сказать поподробнее. За последнее время очень налажены такие хорошие отношения. В этом году они нам выделили 2 миллиона рублей на приобретение оборудования и оснащение кабинета именно по профессии мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов. И это в середине декабря у нас будет презентация этого оборудования. Мы проведем круглый стол с приглашением специалистов именно с этого предприятия. Транснефтевосток также нам выделила оборудование, оно уже нам привезли. И мы также и презентуем его, проведем презентацию тоже в декабре месяце. Также у нас такие наши индустриальные партнерами являются компании крупные, как «Ленсгаз», Тасюряк нефтегазодобыча. Для Тасюряк нефтегазодобычи мы ведем подготовку, переподготовку взрослого населения по таким востребованным профессиям, как оператор обессоливающий, оператор обезвоживающий, оператор товарный. Ну и перечислять я много не буду. Более 300 специалистов мы уже подготовили. И самое главное и важное, что они уже все трудоустроены именно на предприятиях, данного предприятия. Ну, я так понимаю, что практику они проходят там же, да, вот на этих да, конечно, практику, которые работают на конечно, практику. То есть сразу же, да, получается, идет активное сотрудничество с работодателями, и поступивший уже студент, он непременно начинает... Будет трудоустроен там, скорее всего. Конечно, будет трудоустроен. А как вот, можно, да, поступить, чтобы стать? И после какого класса? 9, 11? Ну да, как раз поступление мы ведем на базе 9 классов. Поступить может каждый житель республики, не только республики. Да. Предоставляем общежитие. У нас в этом году было 100 бюджетных мест по 4 профессиям. В этом году мы открыли новую профессию для девчонок, потому что их-то тоже надо чему-то обучать, да, социальных работников. В прошлом году мы открыли профессию бухгалтер-экономист. Ну и планируем еще по востребованности это открыть профессию воспитателя. Получается, среди женских профессий это воспитатель, бухгалтер. Социальный работник. Воспитатель только планируем открыть, социальный работник и бухгалтер. И профподготовку ведем по направлению повар. А девушек много обучается? Ну, порядка 50 На мальчиков человек. хватает, Да, парней, конечно, больше. А вот, допустим, средний балл аттестата какой был? Средний балл аттестата был 3,7. До этого 4. Да. В принципе, достаточно балла. хороший, Да, потому что, хороший. допустим, в медколледж, я знаю, там вообще 4,9, 4,8 достаточно сложно. Здесь есть возможность поступить и еще и в общежитие заселиться. Да, конечно. Еще хотела бы сказать, что у нас очень такие теплые отношения с администрацией муниципального образования Ленинский район. И уже на протяжении 5 лет мы ведем обучение для тех слоев населения, того слоя населения, дети, которые находятся в очень трудном жизненном ситуации. Спасибо большое, Оксана, за то, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать успеха вашему техникуму и новых подготовки профессии кадров. Спасибо. А сейчас реклама. Кое-как. Доброе утро. 22 ноября, пятница на календаре. Мы продолжаем наш эфир и далее передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов.
Строительство многоквартирных домов в Арктике начнется уже со следующего года. Проект для республики особенно значим, так как подобное в северных районах не проводилось со времен СССР, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Накануне Айсен Николаев провел совещание о ходе реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилфонда на 2019-2025 годы, где и был затронут арктический вопрос. Работа начинается практически с нуля. Зачастую говорить о строительной индустрии в Арктике вообще не приходится, потому что ее там просто нет. Все приходится ввозить, иногда вплоть до песка, сказал глава Якутии. Закон о принудительной выплате заработной платы приняли в Государственной Думе. Отмечается, что госинспекторы смогут принимать меры по взысканию в том случае, если работодатель в срок не выполнил предписание о выплате зарплаты и прочих причитающихся денег. Подобные решения будут оформляться в виде исполнительных документов и направляться в Федеральную службу судебных приставов. Документ подразумевает, что после вступления в силу нового закона в суд будет обращаться не обязательно, кроме случаев, когда работодатель не согласился урегулировать спор мирным путем. Новое поступление во льду весна. Основные правила поведения при пожаре и главные источники опасности. Инспекторы пожарного надзора проводят профилактические рейды в столице республики. Основное внимание обращено на семьи с детьми, которые проживают в ветхих и аварийных домах. Ведь именно они с наступлением холодов используют мощные обогреватели. При этом старая проводка не всегда выдерживает дополнительное напряжение. В этом году в республике зафиксировано 3 случая гибели детей при пожаре. Основные причины нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в региональном МЧС. Северо-Восточный федеральный университет открыл билингвальные группы. В рамках стратегического развития университета в этом году в медицинском университете действует специальная группа для иностранных студентов 1-2 годов обучения. Все предметы проходят на английском языке. На сегодняшний день она состоит из 14 студентов из Колумбии, Таиланда, Нигерии и Пакистана. Один из наиболее популярных направлений, по которым обучаются студенты, это лечебное дело. Также из других стран в Якутию приезжают обучаться на педиатров, стоматологов. Сегодня в мединституте в общей сложности учатся 124 представителей иностранных государств, включая страны СНГ. Это значит, первые 2 года у нас будет обучение в основном на английском языке. И с 3-го курса, когда у нас начнутся уже клинические дисциплины, это будет уже русскоязычные программы. Практически это параллельная программа, которая соответствует нашему обычному лечебному делу. Преподаватели – это из числа наших преподавателей и преподаватели, конечно, из других учебных подразделений нашего университета. Преподаватели, конечно, пошли нам навстречу, потому что это для них тоже такой положительный опыт, который пригодится в дальнейшем и по научной деятельности, и по образовательной деятельности. Документальный проект национальной вещательной компании «Саха» стал победителем 5-го Всероссийского открытого телевизионного конкурса «Федерация-2019». Якутия представила на суд жюри одну из серий документального цикла «По следам государевых ямщиков» про Иркутск и Якутский почтовый тракт. Более 100 работ от региональных телекомпаний поступили на конкурс. В список лауреатов вошли 10 фильмов. Наш документальный проект стал победителем в номинации «Большая страна. Узнай больше», который раскрывает туристический потенциал регионов России. Было желание стать первыми, да? Но в то же время, когда я увидела кадры, которые показывали из фрагментов фильмов, скажем так, моих коллег, я подумала, мы немножко проигрываем, потому что у них красота, горы, зеленая растительность буйная, а у нас там все время снег, лошади, ямщицкая жизнь. И когда назвали национальную вещательную компанию, я даже очень громко крикнула. Так громко крикнула, что все засмеялись. И как бы по-якутски немножко получилось, взяла и наклонилась перед членом жюри. Поклон такой сделала. Конечно, эмоции замечательные. И я так рада, что наша компания была представлена на этом фестивале.
Остается поблагодарить наших коллег за оперативные новости, ну а мы продолжаем еще одной новостью. 25 ноября в Якутии стартует 8-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills». В этом году примут участие в нем более 1700 конкурсантов и экспертов. Некоторые компетенции пройдут в стенах колледжа связи и энергетики. 6 лет назад Якутия присоединилась к международному движению WorldSkill Russia, проведя региональный этап соревнований. И начиная с того года Якутский колледж связи и энергетики активно включился в движение по компетенциям информационных технологий. В этом году на нашей площадке Якутского колледжа связи и энергетики 3 образовательные организации: Покровский колледж, колледж инфраструктурных технологий СФУ и наш колледж проводим блок компетенций по IT-направлению. На нашей базе пройдут 10 компетенций категории «Молодые профессионалы», 10 компетенций по категории «Юниоры». С каждым годом в колледже уровень подготовки и мастерство растет. Ребята активно представляют свои работы в региональном этапе. Слава Мастицкий представит работу в компетенции «Реверсивный инжиниринг». 3D-моделирование – это создание детали в компьютере. Это нужно, если деталь какая-то редкая и сломалась, нужно восстановить. Если заказывать новую деталь, то это будет слишком дорого. Восстановить деталь старую будет меньше стоить. Для этого мне нужен проектор и камеры вместе со столом поворотным. А студентка первого курса Николета Захарова представит IT-проект и уверена на победу. Внутри колледжа среди юниоров заняла первое место по компетенции IT-решений для бизнеса на платформе 1С предприятия 8. Моя цель – занять какой-нибудь. В глубине души хочу первое. Только обладая цифровыми и информационно-коммуникационными технологиями, наша республика станет конкурентоспособной, уверен коллектив колледжа. Колледж связи и энергетики у нас идет в меру впереди развития информационных технологий. Есть такие популярные среди абитуриентов специальности информационной системы и программирования, то есть обучение специальностей, связанных с программированием, связью. А вот по анализу приемной кампании на одно место у нас 17 заявлений поступало. Региональный чемпионат WorldSkills – это обмен опытом, методиками, поиск новых взаимодействий. И отрадно, что колледж уверенно шагает с ним вперед. Наталья Кольцева, Александр Жуков. Новый день. А мы продолжаем нашу программу с гостем нашей студии. Это Николай Николаевич Терентьев, руководитель Центра аттестации сварочных работ и технологий, Центра оценки квалификаций по сварке. Доброе утро, Николай Николаевич. Доброе утро. Расскажите, где готовят сварщиков и по каким направлениям? Сварка, она вещь такая широкая, да, то есть в зависимости от того, что что хотим мы сделать, сварить. Мы, соответственно, способы сварки есть разные. Есть ручная дуговая, автоматическая, полуавтоматическая, защитных газах. Подготовкой сварщиков осуществляют у нас колледжи, техникумы, то есть учебные заведения. Это у нас в основном в республике. Это Якутский индустриально-педагогический колледж, колледж индустриальных технологий, значит, СУФУ, Алданский техникум, Мильнинский техникум, Нюрингенский тоже готовит, да? То есть, наш центр является как раз центром оценки квалификации как раз сварщиков, да, и специалистов сварочного производства, а также специалистов неразрушающего контроля. Которые уже прошли обучение, да. И сейчас им нужно повысить квалификацию. Им надо повысить квалификацию, они, то есть, должны пройти оценку квалификации. Закон о независимой оценке квалификации, он вступил в 2017 году, принят в 2016 году, да, федеральный закон. И, соответственно, с этим проводится вся эта оценка. То есть практически сейчас нету как таковых разрядов, да, то есть есть определенный уровень квалификации. И, соответственно, это, как бы сказать, квалификация сделана на основании профессиональных стандартов, да, то есть соответственно профессиональным стандартам. И поэтому, если как бы человек хочет куда-то устроиться, да, почему у нас как бы есть такие ситуации, то есть могут ребята закончить, но, в принципе, у них это самое, да, то не хватает опыта, то ли еще каким-то образом. То есть они где-то поработав, чтобы устроиться на каких-то определенных предприятиях, да, либо
вот, особенно в промышленных предприятиях, они должны пройти оценку квалификации. Ну, вот Госкомзанятости 10-12 декабря, буквально уже через 3 недели, проводит второй уже ставший традиционный форум «Рынок труда и национальная система квалификации в Республике Саха-Якутия». И там в рамках него будет проводиться как раз оценка, я так понимаю, квалификации и конкурс, да? Да, как раз. Можно об этом поподробнее? Ну, если поподробнее, этот конкурс будет проводиться как раз сопряженный с оценкой квалификации. То есть конкурсанты, которые будут участвовать в этом конкурсе, они не только мы выявим, да, лучшего из лучших, но и, соответственно, проверим квалификацию данных сварщиков, которые к нам придут. Вот это будет несколько, там, значит, он придет в 2 этапа, ну, даже в 3. Это первый как бы отборочный, второй будет у нас это для 3-го уровня квалификации, и самый это финалист у нас будет 4-го уровня квалификации, это соответствует бывшему 6-му разряду. То есть те сварщики, которые, как бы, как говорится, умеют все, да, вот, если по-простому взять. Вот. И, соответственно, этот конкурс у нас будет должен, ну, вот, во-первых, он популяризирует эту нашу рабочую профессию, да, сварщика. Во-вторых, мы должны все-таки доказать, что наши ребята, вот местные кадры тоже умеют, так сказать, работать, да. Хотя на конкурс мы как раз пригласили все предприятия, не только те предприятия, которые у нас как бы зарегистрированы, то есть местные предприятия, но и те предприятия, которые работают на территории республики. То есть сейчас отозвались, это получается, это Сверхнефтегазодобыча РНГ отозвалась, да, то есть это те промышленные предприятия, которые зашли к нам, да, и они у нас успешно работают, и мы хотели бы, как бы, чтобы они показали, да, как, на что они способны, и что мы сказать, что какой все-таки у нас все-таки трудовой ресурс все-таки существует, и мы можем все-таки предоставить им, ну, рабочую силу, да. Вот, то есть все-таки я считаю, что местное население должно, как говорится, работать в нашей промышленности тоже. Ну вот как раз-таки проводится конкурс под названием «Лучший сварщик», да? Да. А какими знаниями должен обладать сварщик и что оценивается в работе? Ну, лучший сварщик, ну, это рабочая специальность, поэтому для него, в первую очередь, это, как говорится, его умение, да, то есть профессиональный стандарт подразумевает, что он должен знать и знания, да, то есть иметь знания, умения и навыки, да. Вот, соответственно, знание – это у нас теоретическая часть, то есть теоретическая часть определенно будет, но основная – это, конечно, практическая часть. То есть он должен доказать своими руками, да, сварить определенную конструкцию и доказать, что он это умеет хорошо. Чтобы шовчик был идеальным. Идеальным, да, как говорится, костюмчик должен сидеть, а шовчик должен быть это. То есть он должен быть, ну, бездефектным, так сказать. Спасибо большое, Николай Николаевич, что подошли к нам в студию. Удачного проведения как конференции, так и форума, и чтобы мы определили в республике лучшего сварщика. Спасибо. Спасибо. А у сейчас нас рекламная пауза. Оставайтесь с нами. доброе утро, мы продолжаем. И продолжаем из хороших поздравлений, которые приходят на наш студийный WhatsApp номер. Поздравляем с днем рождения дочку Аико Дмитриевну. С днем рождения желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого отличного. Вот пишут родственники. Молодцы. Присоединяемся к поздравлениям и слушаем свежий прогноз погоды. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 23, минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 22, минус 25. В Заречье утром минус 23, минус 33 градуса, днем минус 22, минус 30. В южных Улусах минус 26, минус 27 утром, днем минус 24, минус 25 градусов. В Вилюйских минус 27, минус 38 утром, днем минус 27, минус 28. В Нижнеленских утром минус 30, минус 38, днем минус 31, минус 35 градусов. В западных минус 24, 37 утром, днем минус 22, минус 30. В Колымаги-Дигирских минус 11, минус 22 утром, днем минус 7, минус 20 градусов. В Янских минус 18, минус 26 утром, днем минус 18, минус 23. На северо-западе минус 26, минус 43 утром, днем минус 24, минус 38 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 33 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 2,5 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается до минус 29, минус 31 градуса.
Новость, за которой следили последние дни ноября уходящей недели, это чемпионат России по боксу, в котором участвовал наш именитый спортсмен, вице-чемпион мира Василий Егоров. И он у нас сегодня в студии в гостях со своим тренером. Василий, доброе утро. И тренер Турникевич Пахомов, доброе утро. Доброе утро. Ага, Василий, ну мы вас поздравляем, да? Как шла подготовка к соревнованиям? Перед чемпионатом России мы готовились в Красноармейске, это Подмосковье. Там были мы 2 недели, и после этого уже поехали в Самару. Но на ринге я провел, на самарском ринге, 5 боев. До финального боя всех соперников я одолел единоклассным решением со счетом 5-0. Но в финале с Расулом Салиевым проиграл раздельным решением судей. Ну, я считаю, для меня это большой опыт. Именно вот в новой весовой категории на 52. До этого я все турниры выигрывал на 49 килограмм. Но немножко не хватило. Конечно же, хотел добыть для нашего народа, для Якутии золотую медаль. Но впереди ждут очень много сборов. Сейчас на данный момент надо выстроить четкий конструктивный план тренировок, чтобы добывать для нашей республики золотую медаль. Вот какие сейчас планы есть по сборам и ближайшим соревнованиям? Я вот слышал, что будет еще предолимпийские определенные отборочные сборы, да? Ну, в декабре мы отдыхаем, потом с января начинаются уже учебно-тренировочные сборы в Киргизии. Это 6 января, потом в феврале в Кисловодске, и в конце февраля должны быть контрольные схватки. И по итогам этих схваток будет определяться состав, кто поедет на квалификационный турнир, который состоится в Лондоне. И в Лондоне будут уже разыгрываться олимпийские именные путевки. То есть сейчас пока именных не разыгрывалось, пока только такие были перестрелочные схватки? Да. Артур, как вы оцениваете выступление Василия? Над чем еще необходимо поработать? И в целом то, что он перешел в другую весовую категорию, каким образом это сказалось? Ну, во-первых, мы не отдыхаем. Мы здесь дома делаем домашние заготовки. Там есть мелочные ошибки, вот это надо устранить, чтобы это на сборах подойти средним оптимальным нагрузкой. Это раз. И во-вторых, конечно, вот новая весовая категория. И, как говорится, история повторяется. Когда мы первый раз выступали в весовой категории 49 килограмм города Хабаровска, когда прошел чемпионат России, мы тоже заняли серебро. И потом в последующие года завоевали золото. Та история повторяется, и в следующий год мы можем рассчитывать на золото. Конечно, подготовка прошла очень хорошо, как тренер подводил не только Василия, вот Прокопьев Михаил 49 килограмм подводил, что он приобрел хорошую форму, он занял 5-е место, занял и попал в резервный состав сборной России, и 57 килограмм Барламова Михаила подтянул, что он тоже достойно выступил. Он проиграл в таком захватывающем компромиссном бою Бахтаварова Назирова. И занял 5-е место и попал в состав, резервный состав сборной России. Это обязывает якутским боксерам, что они дальше пошли и завоевали там места под таким бокс на соревнованиях международного уровня. А вот как проходит вообще тренировочный процесс? Сколько приходится заниматься? Ну, во время тренировочного процесса, конечно, особенно на сборах, тренер должен смотреть, как самочувствие спортсмена раз, и как у него идет, во-вторых, как идет сгонка веса идет. И там, в-третьих, когда вот спортсмен гоняет вес, там надо вовремя витамины дать, там много там. И подвести спортсмена к пику своей формы. И Вася хорошо выступил, даже здорово выступил, попал в финал. Василий, а встречались ли вы вот со своими соперниками по вот этой категории где-то до этого и уже могли бы оценить их как потенциальных соперников? Или только общались в рамках? Ну, с ними встречался только в тренировочном процессе, то есть на спаррингах, в парах. Каждый раз, когда мы тренируемся, вот, именно со сборной России, вместе стоим в парах. Каждый раз после пар я изучаю их, заполняю свой дневник, как их выигрывать, выстраиваю тактические планы. Вот, потом уже на соревнованиях уже и этот дневник, этот план мне помогает. Ну вот и с Кудряковым я постоянно стоял в парах, и с Алиевым стоял.
Ну и мы с ними хорошо общаемся за пределами ринга. Мы друзья, а уже в ринге уже мы соперники. Да. Ага. Василий, я думаю, нашим телезрителям было бы интересно послушать, с чего начинается ваше утро? Как оно начинается? Утро начинается с нового дня, потому что я встаю где-то каждый день в 7 часов, в 7:30, и сразу же включаю вашу программу. Когда завтракаю, постоянно смотрю. И каждый раз думаю, когда меня уже пригласят да, сюда. И спасибо, конечно, вам за приглашение. Очень хорошая программа. Спасибо огромное. Нам очень приятно вас встречать в нашей студии, поверьте. Вася, вот сказал просто, что вы там дружите, да, со спортсменами, да? А вот как удается преодолеть вот на ринге вот этот вопрос, когда надо друга-то своего как следует? Ну, это закон спорта. Это закон спорта, это бокс. Все равно ты выходишь в спорте так и есть. Да, на ринг ты выходишь уже с хорошим настроем, или ты, или он. Друзей никогда не бывает именно в ринге. Спасибо большое, Василий, что подошел к нам раннее утро. Сегодня пришлось встать еще раньше, чтобы к нам успеть. Удачи, новых спортивных достижений, чтобы стать чемпионом мира минимум, а так лучше завоевать, конечно, сейчас олимпийскую путевку и выступить на ура. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Артур Накентьевич Пахомов, заслуженный тренер Российской Федерации, тренер нашего именитого боксера Василия Егорова, и сам Василий Егоров, заслуженный мастер спорта, капитан сборной по боксу Республики Саха-Якутия. Спасибо. Ну а наша программа на этом подходит к концу. Хотим напомнить вам, что все выпуски вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Утро НВК Саха». Также не забывайте про наш Instagram. На Якутия-24 смотрите нашу передачу с 8 часов. Далее мы передаем слово нашим коллегам Петру Кулаковскому, Айталине Константиновой. Прощаемся. До понедельника. Ничего не сказал. Пока. Чтоб снилась, глупо вот поверил живым снам, обидно, дорогая, ведь давно забыла. Таю, крепко обнимаю, будто бы не уходила и не потерял. Вроде знаю, ты уже другая, только сердцу этого уж не понять. Таю, неужели моя? Улетаешь, просыпаюсь, таю, улетаешь, утро наступает. Я хотел бы снова видеть тебя рядом, снова быть с тобою, большего не надо. Только ты, пожалуйста, не оставляй сны. Прилетай, прилетай. Это не жизнь, вряд ли, ведь это скорее контузия. Разве это ты, это лишь иллюзия? Я просыпаюсь снова один в пустой постели. Так манят сны, где жизнь, которую мы так хотели. Боюсь остаться там, я знаю, это обман. И сердце болит от расставания с тобой по утрам. Устал от этой боли, что не могу уснуть. В тебе бы утонуть, и ночи без сна. Теперь мой друг луна, лечу я из окна, чтоб тебя не видеть. Один схожу с ума, тогда ведь тишина. Но забыть тебя у меня не выйдет, вряд ли. Глоток мохито, чтобы не спать, и вокруг другие
чары не снять. Музыку громче, чтоб не слышать тебя. Я забылся, но ты снова пришла, и я таю, крепко обнимаю. Будто бы не уходила и не потерял. Вроде знаю, ты уже другая. Только сердцу этого уж не понять.